Уважаемый Алексей Владимирович, уважаемые члены делегации, приветствую вас. Весьма рад принимать вас на кыргызской земле. Братство наших народов, их историческая и культурная общность рассматривается нами как ключевой фактор в развитии двусторонних отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией. Уверен, что очередное 24-е заседание межправительственной Кыргызской Российской комиссии, участие в котором является основной целью вашего визита в Бишкек, прошло успешно и конструктивно в атмосфере взаимного уважения, понимания и доверия. Выражаю большую признательность вам за ту поддержку, которую мы получаем в вопросах продвижения кыргызско-российского сотрудничества. Я очень рад, что наша страна имеет таких друзей, как вы. Выражаю надежду, что договоренности, достигнутые сегодня в рамках МПК, будут находиться в центре вашего, вместе с Акылбеком Мусельбековичем, пристального внимания. С удовлетворением хочу отметить подписанное сегодня соглашение по реализации крупного совместного проекта по строительству 9 общеобразовательных школ с русским языком обучения. Это поистине знаменательный день в истории кыргызско-российских отношений, свидетельство союзнического характера наших взаимоотношений, установленного стратегического партнерства. Мы благодарны российской стороне за вклад в дело развития русского языка в нашей стране, который, как вы знаете, имеет у нас статус официального, что закреплено в Конституции Кыргызской Республики. Помимо того, что русский язык в нашей стране имеет официальный статус, он служит языком межнационального общения, и я, как президент и гарант прав и свобод человека и гражданина, решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе. И тот факт, что все ваши встречи, в том числе и наша настоящая, проходит на русском языке, говорит о многом. Еще раз рад приветствовать вас. Пожалуйста, вам передаю. Уважаемый Садыр Нурмазович, очень признателен за возможность личной встречи с вами. Наши страны действительно объединяет и стратегическое партнерство, и союзнические отношения, и существует доверительный диалог. Мы с Акылбеком Мусельбековичем находимся в постоянном контакте еще со времени, когда Акылбек Мусельбекович был вице-премьером и членом Совета ЕЭК. Уже тогда установились очень хорошие доверительные отношения, которые, конечно же, помогают нам сегодня решать вопросы, которые у нас появляются в рамках межправительственной комиссии, которая сегодня у нас проходит. Повестка очень насыщенная, и мы плотно все утро работаем. Конечно же, сближению наших стран послужит и ожидаемый ваш визит в Российскую Федерацию, официальный визит 8-9 мая. Мы его ждем. И, конечно же, особое значение этому визиту придает тот факт, что он приурочен к празднованию нашего самого главного общего праздника Дня Победы. И мы, конечно же, всегда помним, какой вклад внесла Киргизия в эту победу и в защиту Москвы. Это для нас священно. И, конечно же, мы помним о состоявшемся 4-7 марта 2023 года визите представительной киргизской делегации во главе с вашей супругой в Россию на российско-киргизский женский форум «Диалог женщин России и Киргизии во имя будущего». Также ожидаем представительную киргизскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме 14-17 июня. Ну и, конечно же, ваш визит в Москву в рамках Высшего экономического совета глав государств, членов ЕАЭС в этом году. Как известно, Россия приняла председательство в ЕАЭС от Киргизии, и мы здесь стараемся обеспечить преемственность тех приоритетов, которые вы поставили в год вашего председательства. В частности, мы отмечаем ваше
ваше предложение наполнить смыслами, гуманитарными смыслами повестку ЕС. Это очень важно, и мы будем продолжать это. Российско-киргизское сотрудничество является свидетельством наших по-настоящему братских отношений. Мы действительно сегодня подписываем соглашение важнейшее о 9 школах, о строительстве 9 школ. Мы готовились к этому, обсуждали, но сегодня все, так сказать, развилки пройдены. Дети будут получать 2 свидетельства об окончании школы. Это очень важно. И что еще более важно, это то, что появится 9, я скажу, суперсовременных общеобразовательных учреждений, в каждом по 2 бассейна, 2 спортзала, мощный спортивный комплекс на улице, стадион современный на улице, оснащенный по самым-самым современным стандартам, актовый зал на 600 мест. Причем я вот всем говорю, что в Москве не всякий театр оснащен так, как это оснащен этот актовый зал. Конечно же, мы это... прекрасно. Все школы одновременно начинаете или по одному? Мы с Акылбеком Сунбековичем этот вопрос долго обсуждали. Он, конечно же, склоняет к тому, чтобы 9 одновременно. Но, к сожалению, не сможем. Трудно будет. Мы по 3 школы в год будем вводить. Это вот школы, которые у нас построены в Таджикистане. 5 школ мы там построили сейчас. Здесь 4 корпуса. Административный корпус, корпус для младших классов с продленным днем, для старших классов, спортивные. Солидная школа. 26 тысяч квадратных метров на 1220 учеников. Это не... Это действующая школа, это действующая, это фотографии. Территория красивая, ландшафтный дизайн, все это будет. Классы оснащенные, интерактивные доски. Интерактивные доски, да. Швейные эти, да? Да, для уроков труда, для мальчиков, для девочек, там, игровые зоны для детей младших классов, там пол специально там мягкий, чтобы если кто упал, ничего не было. Все продумано. Это сделано в соответствии с российским стандартом. Бассейны, да? Бассейны. 2 бассейна, большой и маленький. А это вот, это как раз Актовый актовый зал. Это, спортзал это, да? да. Бассейн, это длина сколько там? Стандарт? 25 и 50. 25-50, да? Стандартный. Это маленький. Да. Для маленьких детей. Да. Мы сделаем. Пищеблок, тоже питание будет организовано. И ресторан есть, да? Это вот детский. Это кухня. Это кухня, да. Это футбольное поле тоже есть, да? Да. Это стадион. Нет, это полноценное футбольное. Стандартный, да? Стандартное. Хорошая школа. Сам учился.